На строительной площадке школы в крымско-татарском микрорайоне Фонтаны опять тишина. Все работы приостановлены, строительной техники след простыл и даже замок на воротах. Только 2 месяца назад крымская власть бодро рапортовала, школа откроется в декабре этого года. Но уже на этой неделе глава республики Сергей Аксенов заявил, окончание строительства перенесено еще на год. Но помня о судьбе самого известного долгостроя на полуострове, и в это никто не верит. Комитетінің рейсі Заур Смирновтен мен сұрағанда, о айтты, что мектеп құрылышы октябрь айынан девам етілежек, 150 миллион айрылacak, келecek sene bitirecek. Ama bu hepsi şindik laflar ola. Ama kaçan bitecek, ne bitecek? Bizim bunda 5000 bizim kasabada 5000 sakini yaşay. Bu sakinlerin 1000'den ziyade баллары var. Школу на Фонтанах, которую в народе иронично прозвали «школой 4 президентов», строят 22 года. Работы здесь начались еще в далеком 93 году. За это время сменилось 4 украинских президента. И неожиданно наступило время 5-го, российского. 8 председателей Рискомнатса и 15 руководителей управления капитального строительства. Историю многострадальной школы местные жители знают наизусть. То есть это долгострой такой, который даже в советские времена не было. В советские времена существовали долгострои, которые где-то оправдывались финансированием, нефинансированием и так далее. Но эта школа у нас получается, что это именно политика руководства Крымской республики была поставлена на то, что сделать галочку якобы для крымско-татар что-то делается, а на самом деле ничего не делалось. И вот такие долгострои созданы, в том числе и школы. На Фонтанах уже не одно поколение детей, которые мечтали учиться в местной школе, стало взрослыми. Benim torunlarım o kadar istedileriydi 20 yıl evvelsi bunda gelip okumaya evin yanına üniversite bitirdiler, işleydiler. Orada mektebe gelip olmadılar. Mektep bize o kadar gerek fiyatı yoktur. Из-за отсутствия школы поблизости местные дети вынуждены ходить в городские учебные заведения. Мы хотим изучать крымско-татарский язык. Мы здесь живем. Хотим изучать свой язык народный. Наше образование на первом месте стоит. Мы хотим учиться в нашей школе, поближе к дому. У Мирием Баировой 4 детей. 2 из них школьники. Мирием вынуждена водить их в международную школу на улице Баррикадной. И хоть уровень образования в этой школе ее устраивает, но обучение здесь платное. Şimdi ebed umut etemiz, yakında mektep açılsa seve ballarımızı onda verirdik. Çünkü yanımızda böyle yan dülber mektep, milli mektepte olsa ebed seve balacıklarımızı veririz ve ebed bütün bu mahallemizin cemaatine, sakinlerine kolaylıca olur. Çünkü şimdi ballarımızı uzak mekteplerge alıp gitmekten zorundayız. К 2013 году, через 20 лет после начала строительства, здание было отстроено на 55%. Но затем работы были снова заморожены в связи с отсутствием финансирования. Последняя активная фаза строительных работ была зафиксирована в середине мая этого года, после визита сюда Сергея Аксенова. Тогда на окончание строительства пообещали выделить 400 миллионов рублей. Уже в июне глава Госсовета Крыма Владимир Константинов с воодушевлением сообщил, готовность объекта на Фонтанах составляет порядка 90%, что позволяет ввести ее в эксплуатацию в декабре 2015 года. Тогда же стало понятно, кто получит деньги, выделенные на строительство. Подряд скандально известного объекта передали компании «Консоль», связанной с крымским спикером. Выяснилось, что для работы «Консоль» пригласил стройотряды из Санкт-Петербурга. Мы приехали в Крым, в Симферополь и строим школу вот в этом районе крымских татар. Но мы занимались в основном демонтажом того, что было раньше, то есть старая работа, которая там старая обвешалась штукатуркой, старые стяжки, которые были выполнены не по технике. Мы их демонтировали. Местные жители не на камеру рассказывают. Работы остановились, потому что у подрядчиков закончились деньги. Студентам из Питера за работу заплатили всего по 6 тысяч рублей. Позже зарплату строителям перестали платить вообще. И в конце лета со стройки вывезли все инструменты.
Куда делись 150 миллионов рублей, выделенные на строительные работы в этом году, непонятно. В очередное обещание правительства закончить строительство к новому учебному году жители поселка не верят. Они убеждены, 1 сентября 2016-го двери школы на Фонтанах для их детей так и не откроются.